Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На территории республики с июля 2022 года реализуется новая программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включающая в себя более 3000 домов. О порядке и сроках уплаты взносов на капитальный ремонт, ответственности за их несвоевременную уплату, формирование и использование средств фонда капремонта мы поговорим сегодня. Гость студии Сергей Веревкин, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый, самый логичный вопрос, да, зачем нужно платить взносы за капитальный ремонт? Ответ на этот вопрос проистекает из самой сути гражданского законодательства о том вообще, что такое собственность. Да? Право собственности — это у нас не только право владеть, пользоваться, распоряжаться вещью, это еще и бремя, то есть обязанность нести расходы на содержание своего имущества и обеспечить его сохранность. Соответственно, взносы на капитальный ремонт собственника помещений в многоквартирном доме уплачиваются в целях накопления их и в последующем для того, чтобы эти средства были направлены на выполнение капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме. Ну вот когда появляется обязанность, да, уплачивать такие взносы? Республиканским законом об организации капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Республики Саха-Якутия этот срок определен как 8 месяцев по истечении месяца, в котором дом был включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. В то же время следует учитывать, что есть определенные нюансы для жителей новых многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию после введения в действие программы капитального ремонта. Для них этот срок составляет 5 лет. Причем 5 лет с момента включения их дома в программу капитального ремонта при ее очередной актуализации. То есть, грубо говоря, собственникам помещений в новых домах следует просто запомнить, что как минимум в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию их дома они не обязаны платить взнос на капитальный ремонт. А если их кто-то заставляет, то это повод обратиться в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. Ну, то есть первые 5 лет дом считается новым, в принципе, Да. взносы платить не нужно, уже Взнос по истечении платить 5 не лет нужно, да. начинает появляться такая обязанность. Но когда она заканчивается, такая обязанность? Совершенно логичный вопрос. Да. Закон предусматривает конкретный перечень 3 случаев. Во-первых, это признание дома аварийным и подлежащим сносу. Во-вторых, это принятие решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для государственных или муниципальных нужд. И третье — это принятие органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в данном случае республики, по согласованию с правительством Российской Федерации о закрытии населенного пункта, в котором находится этот населенный пункт. Причем обязанность, прошу прощения, не обязанность, не платить взносы на капитальный ремонт можно, начиная со следующего месяца, применительно к месяцу, в котором принято одно из 3 вышеуказанных решений. Ну, в Якутске чаще всего у нас, наверное, дома признают аварийными, Да. да, чаще всего. Ну вот, да, если вот, да, человек всю жизнь, например, да, платил взносы, а капитальный ремонт в его доме так и не провели. Вот, например, дом стал аварийным, да, или гражданин продал квартиру и переехал. Вот, существует ли возможность как-то вернуть уплаченные средства? По общему правилу, как говорит закон, жилищный кодекс и республиканский закон об организации капитального ремонта, все средства, которые накоплены по конкретному многоквартирному дому в фонде капитального ремонта, они подлежат по решению собственников направлению на цели сноса такого многоквартирного дома. Если же после проведения этих процедур какие-то средства остаются, то они подлежат возврату собственникам пропорционально размеру уплаченных ими взносов. А чтобы получить средства, для этого нужно в прокуратуру обратиться? Если все-таки что-то остается, то, ну, наверное, обратиться стоит для начала не в прокуратуру, а либо в фонд капитального ремонта, либо в курирующее министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. То есть там уже все уточнить, Если там, да, имеется какое-то бездействие, обращения не рассматриваются или дело там не идет дальше, да, то это, конечно, безусловно, повод обратиться в прокуратуру. Ну вот размер взноса, да, он одинаковый для всех? Ну, или есть вот какая-то дифференциация? Нет, размер взноса не одинаковый. Он зависит в первую очередь от площади жилого помещения, которое находится в собственности гражданина или юридического лица, а также от конструктивных особенностей конкретного многоквартирного дома. В республике, ну, так скажем, органом, который определяет размер минимального взноса на капитальный ремонт, является
уже упомянутое Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. В соответствии с законом данный орган к 1 декабря каждого года своим приказом утверждает данные размеры взносов. Ну, разумеется, тут логично предположить и сделать вывод, что размеры взносов склонны ежегодно меняться. Ну, разумеется, в сторону увеличения. Поэтому гражданам, которые уплачивают взносы, в том числе подключили там так называемый автоплатеж, ну, стоит это отслеживать и не допускать образования задолженности. Что касается вот этих вот размеров, да, согласно ныне действующему приказу МинЖКХ, который принят в ноябре 2023 года, на размер взноса на капитальный ремонт, ну, как я уже сказал, влияет общая площадь жилого помещения, влияет то каменный дом или деревянный, влияет его этажность, наличие лифта, а также муниципальное образование, муниципальный район или городской округ, в котором расположен многоквартирный дом. Ну, просто, грубо говоря, понятно, что различные экономические условия действуют, и деревянный дом отремонтировать гораздо дешевле, чем многоэтажный каменный. Соответственно, и взносов нужно платить меньше. Говоря также о взносах на капитальный ремонт, следует помнить, что есть определенные категории граждан, которые несут эту обязанность либо, так скажем, в облегченном порядке, либо не несут ее вовсе. Например, участники Великой Отечественной войны полностью освобождены от несения данной обязанности. В то же время есть категории граждан, на которых эта обязанность распространяется, но они вправе претендовать на полную либо частичную компенсацию понесенных расходов. Закон их поименовывает. Это одиноко проживающие, не работающие граждане, которые достигли возраста 70 лет. Они получают компенсацию в размере 50%. Та же категория граждан, достигшая возраста 80 лет, получает компенсацию в размере 100%. И недавно постановлением правительства республики, отдельным постановлением правительства республики, компенсация в размере 50% была установлена для собственников, которые проживают совместно с участниками специальной военной операции. Ну вот размер, да, ежемесячного взноса, фонд капремонта, он зависит от квадратуры помещения, от количества людей, прописанных в этом помещении. От квадратуры зависит, в первую очередь, и от особенностей дома. То есть деревянный дом, каменный. То есть сколько людей прописано, особого значения не имеет? Нет, не имеет. Общая площадь имеет. Пол квадрата Да. и общая площадь, да? Отсюда. Совершенно верно. Ну вот расскажите, да, про способы уплаты взносов. Взносы на капитальный ремонт уплачивается, ну, в первую очередь, как и логично приходит на ум, это совершенно верно, через приложение банка, либо через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, либо через портал электронной ЖКХ Республики Саха-Якутия, либо через личный кабинет на сайте Фонда капитального ремонта, либо через приложение «Квартплата плюс». А вот вообще капитальный ремонт, да, он проводится только за счет средств собственников, да, жилого помещения, или здесь тоже государство как-то участвует? Закон предусматривает право не только государства софинансировать данные мероприятия, но и право органов местного самоуправления софинансировать данные мероприятия. Если говорить конкретно о республике, то данная работа активно ведется. На 2024 год из бюджета республики, из государственного бюджета республики на эти цели предусмотрено 444 миллиона рублей, а совокупно по органам местного самоуправления, то есть из местных бюджетов, 15 миллионов рублей. Ну вот что будет, да, если не платить взносы? Вот какие меры ответственности могут быть применены к неплательщикам? Взносы на капитальный ремонт уплачиваются по общему правилу к 10 числу каждого месяца, если иное не установлено в договоре управления или не определено общим собранием собственников помещений или членов ТСЖ. Соответственно, если этот срок нарушается, то есть оплата либо вообще не производится, либо производится с нарушением этого срока, то начисляется пеня. Пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка. Соответственно, та сумма, которую собственник должен фонду капитального ремонта, она увеличивается. Если задолженность продолжает накапливаться, то фонд капитального ремонта ведет претензионную работу, информируя собственника о возникшей у него задолженности и необходимости ее погасить. Либо через письма, либо через направление сообщений в личный кабинет, либо путем обзвона и так далее, любыми доступными средствами. Если это не помогает, то здесь фонд капитального ремонта, как региональный оператор, вынужден обращаться в суд с иском о взыскании задолженности. Ну вот расскажите, да, о способах формирования, да, фонда капитального ремонта.
Фонд капитального ремонта формируется одним из двух способов. Первый, самый очевидный, о котором все знают, это формирование фонда на счете регионального оператора. Региональный оператор — это у нас непосредственно фонд капитального ремонта. И второй способ — это формирование фонда капитального ремонта на специальном счете, который открывается либо управляющей организацией, либо ТСЖ, либо иным потребительским кооперативом. Также этот специальный счет может быть открыт непосредственно региональным оператором фонда капитального ремонта. Необходимо понимать, что каждый из этих двух способов имеет как свои преимущества, так и недостатки. То есть если мы формируем фонд капитального ремонта на едином, так называемом котловом счете фонда капитального ремонта, то, соответственно, мы знаем, когда будет проведен капитальный ремонт, мы имеем график, в программе капитального ремонта установлен срок, и плюс мы, разумеется, имеем право на государственное финансирование этих мероприятий. В то же время такие собственники имеют гораздо меньше возможностей влиять на выполнение этих работ. Если мы говорим о так называемых спецсчетниках, да, то эти граждане, например, вправе принять решение об увеличении размера взноса на капитальный ремонт и собрать необходимую сумму для проведения капитального ремонта в ускоренном порядке, и, соответственно, провести капитальный ремонт в их доме не в те сроки, которые ранее были установлены, а тогда, когда они хотят. Ну, давайте представим, да, например, каменный дом. В этом доме 50 квартир. 25 из них платят за капитальный ремонт, 25 не платят. Как-то может ли это сказаться на сроках проведения работ, в принципе, их вообще инициации этих работ? Или нужно набрать какую-то определенную сумму, чтобы начать проводить работу? Вот здесь от чего зависит? Это зависит, опять же, от способа формирования. То есть фонд капитального ремонта формируется либо на специальном счете, либо на на счете регионального оператора. Если мы говорим о специальном счете, то здесь, конечно, могут возникнуть проблемы, потому что собственники сами собирают деньги. Если кто-то не платит, то, соответственно, и срок проведения капитального ремонта может отодвинуться. Если мы говорим о накоплении взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора, то, соответственно, как я уже сказал, тут может быть доля государственного софинансирования, плюс имеется так называемый механизм заема средств. То есть есть дома, по которым деньги неплохо собираются, но которые стоят в графике там где-нибудь через 20-30 лет, да, и у этих собственников можно, так скажем, грубо говоря, занять средства для того, чтобы заплатить за какой-то другой дом, а потом им вернуть. Да. Вот на какие цели, да, кстати говоря, могут использоваться средства фонда капитального ремонта? Только на ремонт именно жилого помещения или еще куда-то можно? Средства фонда капитального ремонта могут использоваться, разумеется, непосредственно на капитальный ремонт, но в то же время мы должны понять, что такое вообще этот капитальный ремонт. Это, во-первых, выполнение тех работ и услуг, которые предусмотрены перечнем работ и услуг, где указаны конкретные виды работ, на которые можно направить деньги фонда капитального ремонта. Также деньги фонда капитального ремонта можно потратить на услуги строительного контроля, на разработку проектно-сметной документации, на приобретение товаров, которые необходимы для проведения фонда капитального ремонта, в том числе, как указывает работодатель, высокотехнологичного оборудования, а также можно потратить эти средства на погашение займа и кредита, который был получен в целях проведения работ, выполнения работ, оказания услуг. И, как я уже говорил ранее, взносы, накопленные по дому, который признан аварийным, можно потратить на цели его сноса. Если что-то остается, то, соответственно, оно будет возвращено собственнику. А вот жильцы, да, где они могут увидеть, узнать, да, информацию о движении средств, да, сколько средств накоплено, в принципе, в доме, да, какие работы планируются, где это все можно узнать? По планированию работ это все в открытом доступе. В первую очередь следует посмотреть программу капитального ремонта. Она у нас утверждена постановлением правительства от 18 июля 2022 года. Размещена в открытом доступе на сайте МинЖКХ, на сайте Фонда капитального ремонта. Я бы посоветовал на сайте Фонда капитального ремонта найти, потому что там легче ищется. Там установлены перечни работ по конкретным многоквартирным домам, а также сроки их проведения. А что касается
размера взносов, которые уже накоплены, ну, это можно узнать, обратившись непосредственно в фонд капитального ремонта. А вот если, да, работы запланированы, да, это уже все в графике отмечено, указано, а работы не начались, не продолжаются, вообще не происходит ничего. Как быть в такой ситуации, куда обращаться, с кем разговаривать? Это может быть продиктовано различными причинами. Либо это закупка не проведена, не определен подрядчик, исполнитель, соответственно, работы не выполнены. Либо это может быть, ну, к сожалению, сталкиваемся с такой практикой, что иногда бывает, что некоторые нерадивые собственники сами виноваты в этом. То есть куда-то уезжают, их нет, они не предоставляют доступ к проведению ремонта. Например, те же самые трубы центрального отопления или водоснабжения могут проходить через весь дом, в том числе через некоторые квартиры. И для их замены, для их ремонта иногда требуется доступ в отдельные квартиры. Если собственников нет, то, соответственно, этого не происходит. Если вы видите, что в вашем доме капитальный ремонт не проводится, плюс, напомню, в соответствии с законом, на фасад дома должен быть наклеен, ну, так скажем, стикер, да, о том, что в вашем доме планируется в такие-то сроки проведения капитального ремонта. Если вы увидели, что капитальный ремонт не начался, хотя уже наступил весенне-летний период или даже близится осень, конечно, вам следует обратиться либо, даже не либо, а, наверное, одновременно в фонд капитального ремонта, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и в органы прокуратуры для проведения проверки. Ну что ж, Сергей Александрович, большое спасибо за то, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Я думаю, что информация, которую вы озвучили, очень полезна, окажется для наших телезрителей. Ну и желаем дальнейшей успешной работы на благо жителей нашей республики. Спасибо вам. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.